29 ноября 2023 года законопроект об уйгурской политике, представленный членом Палаты представителей Соединенных Штатов госпожой Янг Ким, был принят полным голосованием Комитета по иностранным делам. 29 ноября Комитет по иностранным делам Палаты общин США одобрил ряд связанных с Китаем законопроектов, в том числе по вопросам прав человека в Тибете и Восточном Туркестане, которые препятствуют доступу Китая к важным передовым технологиям, в то время как закон о сертификации Гонконгского управления экономики и торговли был принят 30 голосами против 0. Среди законопроектов, принятых в Комитете по иностранным делам, наиболее заметным был законопроект об уйгурской политике, представленный Комитетом по иностранным делам Палаты представителей США, членом Палаты представителей от Республиканской партии госпожой Янг Ким, председателем подкомитета по Азиатско-Тихоокеанскому региону и некоторыми беспартийными законодателями. В Женеве проходит 12-й форум Организации Объединенных Наций по торговле и правам человека. На встрече, состоявшейся 30 ноября, китайские представители были вынуждены покинуть заседание из-за интенсивных вопросов западных дипломатов. Выступая на встрече, постпресс США при ООН Мишель Тейлор заявила, что Китай совершает геноцид в отношении коренных народов в уйгурском регионе под предлогом борьбы с терроризмом. Абдулхаким Идрис, глава Уйгурского исследовательского центра, также прокомментировал инцидент и отметил, что китайским представителям пришлось покинуть место встречи, потому что они были беспомощны перед острыми вопросами. В письме в администрацию Байдена 5 сенаторов США потребовали ввести запрет на поездки между Китаем и США, где растет число респираторных заболеваний. Мы должны немедленно ограничить поездки между США и Китаем до тех пор, пока мы не узнаем больше об опасностях, связанных с этой новой болезнью, говорится в письме, имея в виду таинственную и неизвестную болезнь, которая быстро распространяется среди детей в Китае. Компания социальных сетей Meta объявила, что закрыла 4800 фейковых аккаунтов в социальных сетях, контролируемых коммунистическим режимом в Китае, которые выдавали себя за американских пользователей и публиковали сообщения о выборах в США, запланированных на январь 2024 года. Согласно заявлению, сделанному официальными лицами Meta, около 4800 фейковых аккаунтов в социальных сетях, контролируемых коммунистическим режимом в Китае, пытались создать последователей, распространяя поляризующий контент перед выборами в США 2024 года. Командующий ВМС Индии Хари Кумар заявил, что военные внимательно следят за действиями Китая в Индийском океане. У Китая могут быть законные основания заниматься экономической деятельностью в Индийском океане, но мы следим за тем, что происходит, сказал он. Заявив, что присутствие Китая в регионе состоит из 6-8 военных кораблей, нескольких рыболовецких и научно-исследовательских судов, Хари Кумар сказал: «Мы пытаемся держать силы в регионе под наблюдением. Мы хотим знать, чем они занимаются и каковы их намерения». Сообщается, что израильские военные самолеты и военные корабли нанесли ожесточенные удары по населенному пункту Хан-Юнис на юге сектора Газа и городу Дейр-эль-Балах в центральной части. По данным правительства Газы, число палестинцев, убитых в результате израильских атак в секторе Газа с 7 октября превысило 15 тысяч человек, в том числе более 6150 детей и более 4000 женщин.